90 минут, и как знать, что будет через несколько дней, когда ответная встреча пройдет на Камп Ноу. Севилья, Барселона. Эти же команды играли друг с другом в Суперкубке Испании. И тогда момент у Барселоны. Надо было забивать Суарес. Серхио Рико спасает свою команду. Мадридским Реалом. Иньеста разгоняет атаку своей команды. Есть варианты. Передача налево. Мяч штрафной. Опасно. Но Иньеста чуть-чуть не успевает подстроиться под ответный молниеносный переход со своей половины поля на чужую. Никуда не делась вот эта культура паса, так же, как и в этом, по сути, голевом моменте. И заметь, ты как вратарь, да, Влад, конечно, прекрасно понимаешь, двухметровый Серхио Рико. Я сразу же обозначил, что это было ужасно, сколько готов якобы Сити за него отдать. Тем временем японский легионер Севильи навесил. Подбор и удар. А то, что... Статистику фолов всего их ничего. А вот атака момент. Севильи. Опасно. Рикошет от ноги Хавьера Маски Испании на Рамон Санчес Пискуан в Севилье. И ничья 0-0. Но при этом уже две вынужденные замены. И тот, пытаясь выбить мяч, угодил по ноге Суаресу. Но атака Барселоны не захлебывается. Удар Арда Турана. Мимо ворот. С левой ноги ее выполнит Эскудера. Мяч пошел в штрафную, но надо выше было мяч поднимать. Борьба. И от кого же мяч уходит за пределы Барселону. Итак, состав каталонской команды. Клаудио Браво. В воротах 13-й номер. Прекрасно подлетел со своей перчаткой. По 24-м номером эту встречу начинал на левом фланге обороны Жереми Матьё, но он получил травму и был заменен на Люка. Каталонская команда развивалась очень здорово. Хорошую геометрию в этой атаке продемонстрировали каталонцы. И сейчас они создают. Продавил сейчас Луис Суарес соперника. Здесь не было никакого офсайда. Действительно, очень хороший пас на бреющем от Луис Суареса. Такая Суарес-атака получилась у каталонцев. И после передачи Дениса Луис бил. Действительно, как-то там грудью пытался мяч поймать. Серхио защитник Денис Суарес. Заброс хороший на Турана. Скидка, и надо забить, конечно. Ой, как великолепно. Я беру свои слова обратно про Турана, потому что сейчас он сыграл как должен был. Историческая цель. Ну как все синхронно и вовремя делают футболисты Барселоны. Какое открывание, какое предложение. Вне игры нет. И главное, вовремя и справедливо покритиковать футболиста, что сделал Константин Генич. И тут же Туран голевым ответил. Ну если бы здесь Луис Суарес не забил, я бы разочаровался в нем как в топ-форварде. Ну потому что здесь он просто обязан был отличиться. Это, конечно, шутка. Ну и любопытно, что так. И вот буквально после этих слов случился гол. Может быть, еще один мы увидим. Месси выручает Рико. Начинают перепасовывать мяч, что сдержать их очень тяжело. Офсайда не было. Снова все чисто. Луис Суарес, как на третьего, да, прямо в темп. Но это абсолютно в стихии Месси, чтобы вот так сход несколько горячих стадионов, где действительно здорово болеют. Это, конечно же, Севилья, это, конечно же, Бильбао. Ой-ой-ой. Какой момент, какой рикошет, сейчас шальной. Хочет остаться в Барселоне, и это, конечно же, видно. Вот так вот. Да мог бы залететь от Викирует. Наш прослеживается в игре этой команды. Понятно, что этот почерк еще как бы... Давай посмотрим за этой атакой Барселоны. Может быть, увидим второй гол. И увидели. Барса все-таки свое взяла, потому что эти свободные зоны стали приводить... В своей карьере внешней стороной стопы переиграть Серхио Рико. Здесь внешний очень легко отправил мяч мимо Серхио Рико, вышедший на замену молодой Кантерано Мунир. Красиво это было. Начал заваливаться в ближний угол. Что передача, что удар. Да, это высочайшее исполнительское мастерство. И Месси. Снова он с мячом. Мяч под левой. Передача на Мунира. Мунир пяткой оставляет мяч Месси. Месси. Удар, рикошет от ноги Нзонзи. И это будет угловой. Да, очередной. Loves you.